Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. Сегодня в выпуске. Новые санкции для России. Операция «Внезапность». Вето на трибунал. Почему Россия и международное сообщество по-разному видят достижение правосудия для жертв крушения малазийского Боинга. Неду в России указали на дверь, кто проиграл. И Казахстан новый член ВТО. Уголь для Украины, риски для России. Обо всем этом говорим с очевидцами событий, активистами и аналитиками. В конце недели, как гром среди ясного неба, новый раунд санкций США в отношении России. Среди новоиспеченных подсанкционных 13 организаций и лица, связанные с нарушениями санкций в отношении Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга, относящихся к близкому окружению президента Владимира Путина, а также по отношению к концерну «Калашников». Новички санкционного списка – 2 компании российского оборонного сектора, 4 бывших украинских чиновника, причастных к, я цитирую, незаконному присвоению государственного имущества или подрывающих демократические процессы или институты в Украине, конец цитаты, а также 5 компаний, осуществляющих эксплуатацию портов, и 1, осуществляющая эксплуатацию паромной переправы в Крыму. Сейчас к нам на прямую связь по телефону выходит известный российский экономист Евгений Гантмахер. Евгений Шлемович, приветствую вас. И первый вопрос: ожидали ли в России этих новых санкций? Ну, я думаю, что скорее да. Потому что я хочу напомнить, что санкции были введены все время в связи с ситуацией в Украине, и потом были подписаны Минские соглашения, и как-то санкции были увязаны с тем, как это все будет реализовываться. Ну, как мне представляется, никакого прогресса в нормализации ситуации в Украине абсолютно нет. И поэтому, так сказать, то, что санкции стали чуть пожестче, вполне, мне кажется, естественно. Ну, Евгений Шлемович, а вот эти конкретные меры, о которых стало известно вчера, что будут означать для российской экономики, которая, по сообщениям, и сейчас переживает уже не лучшие времена? Ну, это, конечно, добавляет нам в копилку проблем, потому что и ВЭБ, то есть Внешэкономбанк, и Роснефть — это вообще крупные, очень крупные игроки в нашей экономике, и им, в общем, перекрывает кислород даже уже вот таким окольным способом. То есть через те компании, которые с ними были аффилированы, и ограничивают их, в общем-то, экономическую деятельность. Тут уже было заявление, что со стороны Роснефти, что эта компания начинает подсчет убытков, ну, видимо, для того, чтобы обратиться в какие-то международные суды. То есть это уже сам факт, косвенное подтверждение того, что да, это вычет из нашего валового внутреннего продукта. Евгений Шлемович, ну вот такой геополитический вопрос. Прошедшая неделя для России и США была наэлектризованная. Опять произошло 2 события, о которых мы еще поговорим в сегодняшнем эфире. То есть Россия в Совбезе ООН наложила вето на проект резолюции о создании международного трибунала по делу о крушении малазийского Боинга, а также внесла в список нежелательных американскую неправительственную организацию «Национальный фонд поддержки демократии» НЭД. Вот как вы считаете, эти неожиданно объявленные во второй половине дня в четверг санкции стали реакцией США на эти шаги российского руководства? Вы знаете, скорее нет, потому что, насколько я знаю, насколько я понимаю, американская машина государственная работает достаточно медленно, но последовательно. И ведь все вот эти вот меры, они разрабатываются, я так понимаю, ну, по инициативе Министерства финансов Соединенных Штатов, которые отслеживают, ну, допустим, деятельность тех же дочерних фирм ВЭБ и Роснефти. И для этого, видимо, собирали достаточно долгое время информацию, что их деятельность позволяет обойти санкции, которые были все время наложены на ВЭБ и на Ростехнологии. Равно так же, как и вот эти крымские порты, там целый ряд других компаний. Поэтому, мне кажется, это скорее совпало с вот этими мерами, обострениями, которые у нас произошли. Спасибо большое, Евгений Шлемович. Я напоминаю, это был экономист Евгений Гантмахер в эфире программы «Настоящее время. Итоги». Далее заблокированный Россией трибунал по Боингу и план «Б» сторонников этой инициативы. В середине недели в Совете Безопасности ООН произошло ожидаемое.
Россия наложила вето на резолюцию о создании трибунала по привлечению к ответственности виновных в крушении малазийского «Боинга» над Восточной Украиной чуть более года назад. Москва с самого начала активно возражала против этой инициативы и в ходе голосования проголосовала против. За проголосовали 11 стран, 3 воздержались. Комментируя позицию своего руководства, посол России при ООН Виталий Чуркин заявил, что проект резолюции был лишен правовой и прецедентной основы. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр в интервью русской службе «Голоса Америки» назвала такие заявления Чуркина абсурдными. И сейчас к нам на связь по скайпу из Москвы выходит управляющий партнер юридической фирмы «Трифольд», юридические советники, в прошлом старший юрист Европейского суда по правам человека Мария Исаева. Итак, Мария, я хочу вас, как специалиста в этой области, попросить для начала прокомментировать характеристику, данную Виталием Чуркиным этой инициативе, как лишенной правовой и прецедентной основы. Заявление достаточно выглядит странным, на мой взгляд, поскольку трибуналы в международном праве существуют уже достаточно давно. Начиная с 1993 года у нас трибунал по бывшей Югославии, по Руанде, который поддерживала Россия, вспомогательные органы ООН работали и работают до сих пор. Что касается правового основания, то это создание трибунала в принципе укореняется в национальной уголовной юрисдикции государств. В данном случае, в ситуации с крушением «Боинга», уголовную юрисдикцию вправе осуществлять Нидерланды и другие государства, граждане которых погибли. Может существовать Малайзия как государство флага, может существовать, безусловно, Украина как государство, на территории которого произошло крушение самолета. Далее это право государство имеет полное право делегировать международным судам, попытка чего и была сделана на этой неделе представителями 5 государств, как мы знаем. Соответственно, вето наложено России, страной, которая, в принципе, не имеет отношения к данному спору. Наших граждан не было на территории, на борту самолета, выглядит действительно трудно объяснимо. Россия противостоит созданию трибунала, мотивируясь практическими или, скорее, репутационными соображениями? Юлия, это вопрос достаточно сложный для меня как юриста. Я, наверное, не в состоянии оценить политические мотивации России в данном случае верным образом. Могу только сказать, что репутационные потери в данном случае велики. На площадке международного права, да и, наверное, в дипломатии России сейчас понять другим государствам очень сложно. В ситуации настолько трагической, как эта, оправдать то, что мы сделали каким-то соображением, пока я не видела, чтобы Россия могла убедительно это сделать. Мария, но вот был ли вообще смысл изначально инициировать трибунал с пониманием того, что Россия наложит вето? Это ведь было понятно с самого начала. Ну, во-первых, это было понятно, может быть, нам и в целом, но наверняка дипломатические переговоры велись до последнего. Как я уже упомянула, создание трибунала, в принципе, это уже распространенная практика в международном праве последних десятилетий. Инициировать его решили государства, обладающие уголовной юрисдикцией в отношении данного преступления. То, что они решили пойти через Совет Безопасности, да, то Совет Безопасности — это тот орган, который может придать трибуналу максимальную легитимность в глазах международного сообщества. Он может наложить принять обязательные меры, которые обяжут каждое государство в мире сотрудничать с созданным трибуналом. Безусловно, его создание было бы очень большим шагом и дало бы основание надежды полагать, что расследование катастрофы будет максимально эффективным. То есть идти через Совет Безопасности имело смысл, и имело смысл вести переговоры со всеми государствами, имеющими право вето и не имеющими право вето в Совете Безопасности, о создании его. Кроме того, поскольку у нас сейчас идет речь о международном праве вес имеет мнение каждого государства, поэтому, скорее всего, эта попытка, даже если дипломаты в момент уже проведения заседания на этой неделе понимали, что вето от России будет иметь место, они хотели посмотреть на то, какую поддержку оказывают этой резолюции другие государства. Как мы видим, поддержка была предоставлена всеми, вето было наложено единственным государством Российской Федерации. Спасибо, Мария. Здесь я хочу предложить вашему вниманию и вниманию наших зрителей мнение на этот счет бывшего заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии, ныне директора Международного центра оборонных исследований со штаб-квартирой в Таллине Мэтью Брайзе.
Да, ну, во-первых, я бы сказал, что это совершенно понятно, непонятно, почему Россия просто против вот такого трибунала. Но с точки зрения международного права нет смысла. Конечно, если была такая авария, если была, да, если одна сторона обвиняет вот их в этом, ну, конечно, исследование это самым логичным шагом. Но мы понимаем, почему Россия против этого. Это из-за того, что Россия знает, кто виноват, кто носит ответственность. Мы знаем, что это были эти сепаратисты. Мы знаем, что забил вот этот самолет, это БУК. Мы знаем, откуда. Мы знаем, что это очень сложная такая система, очень аккуратная. И сепаратисты, например, из фермы или что-то, или из села, они не умеют. Тренинг очень нужен, то из-за этого Россия не хочет. Почему это произошло вообще в ООН? Но я думаю, что США и другие должны показать миру правду. И просто задать такой вопрос. Почему, дорогие партнеры Совета Безопасности, вы против такого исследования, если вы или если ваши партнеры не виноваты? Мария, у нас остается немного времени, но я хочу спросить вас. Представитель Украины в ООН уже заявил, что требования по созданию трибунала страны-инициаторы могут возобновить после того, как появятся результаты проводимого расследования. В общем, собственно, к этому Россия и призывала дождаться результатов расследования. Как вы оцениваете такие перспективы, если можно коротко? Безусловно, право на создание трибунала у государств, обладающих юрисдикцией, в данном случае остается. Они могут сами выбрать, в какой момент продолжать попытки создания трибунала, каким образом. То есть из того, что я слышала, это сейчас рассматривается несколько вариантов. Это как раз договор о создании 5 государственными инициаторами резолюции. Это обращение в Генеральную ассамблею ООН для получения поддержки данному трибуналу. И это проведение расследования и уголовного преследования в национальных судах затронутых государств. В данном случае нужно понимать, что эти государства ничего не нарушают, поэтому они могут в любой момент осуществить свое право в той форме, в которой они желают это сделать. Россия, когда говорит о том, что нужно дождаться результатов расследования, она представила альтернативную резолюцию Совета Безопасности. Насколько мы понимаем, эта резолюция не предложена создание трибунала. Хотя на словах наших политиков, да, и представителей России в ООН мы не возражаем против создания трибунала. То есть, в принципе, чего хочет Россия в данном случае, понять, к сожалению, очень сложно. Спасибо большое, Мария. Управляющий партнер юридической фирмы «Трифольд», юридические советники, в прошлом старший юрист Европейского суда по правам человека Мария Исаева была в нашем эфире. Далее закон о нежелательных организациях в действии. В России на дверь указали НЭДу. Американо-российской динамики на этой неделе все одно к одному. В этом эфире мы пренебрегли хронологией, расставим точки над «и». Сначала был НЭД. Во вторник Национальный фонд поддержки демократии признали в России нежелательной организацией. Закон о нежелательных организациях был принят в мае. До НЭДа в список попал также фонд МакАртура, фонд Сороса и другие. Представители НЭДа пока не дают видеокомментариев для прессы, но вот что его президент Карл Гершман написал в газете «Вашингтон-Пост» на следующий день после оглашения этой новости. Новый российский закон, по которому НЭД во вторник был объявлен нежелательной организацией, которой запрещено работать в России, стал еще одним свидетельством того, что режим президента Владимира Путина лицом к лицу сталкивается с кризисом политической легитимности. Путин может утверждать, что НЭД и другие неправительственные организации являются угрозой российскому конституционному порядку, добавляя, что эти организации являются опасным врагом и апеллируя тем самым в своей обычной манере к националистическим страхам и враждебности. Однако именно сам этот режим подвергает опасности конституционный порядок в России посредством репрессий, коррупции и международной агрессии. Сейчас растет напряжение, которое, по мнению многих, станет поворотным для страны политическим моментом. Это конец цитаты. Бывший старший преподаватель Смольного института свободных наук и искусств при Санкт-Петербургском госуниверситете, специалист по правам человека Дмитрий Дубровский, стипендиат Фонда национальной поддержки демократии. Он выходит сейчас к нам на связь из Вены. По скайпу. Дмитрий, приветствую. Для начала, вас удивил такой шаг российских властей? Нет, он вполне предсказуемый.
в общем, давно ожидалось, я бы сказал. Как у Жванецкого. Вот все ждали, как эта колбаса подорожает. Знаете, вот сегодня не подорожала, следующий день снова не подорожала, третий день, ну, наконец-то. Вот как бы примерно, боюсь, что все так уже, все были к этому готовы. Ну, а вот кто, на ваш взгляд, больше всего пострадает от такого решения? Больше всего уже пострадали российские НКО, которые были завязаны, но они пострадали уже первый раз после закона об иностранных агентах, а теперь они практически лишаются какой-либо независимости, потому что исчезает поддержка любая из американских фондов. Я думаю, что за этим последуют и европейские фонды тоже. Ну вот скажите, Дмитрий, я прошу прощения, люди такие, как вы, которые получали стипендию от НЭДа и стажировались в НЭДе, им теперь тоже будет закрыт путь для того, чтобы это делать? Или, может быть, люди будут просто опасаться это делать? Я думаю, что, как любые такие законы, они скорее направлены на точечные санкции и на, в основном, создание атмосферы запугивания. Я не думаю, что у режима есть желание и возможности уже ловить всех подряд стипендиатов. Но то, что очевидно люди будут бояться и уже, так сказать, задумываются относительно того, что если они принимают такого рода стипендии или они принимают решение, так сказать, так или иначе сотрудничать с нежелательными организациями, то возникает вопрос об их будущем внутри России. Дмитрий, спасибо вам большое. Оно, видимо, становится уголовным, да. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Дубровский, стипендиат Национального фонда поддержки демократии. Ну и напоследок в нашем эфире Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию. Чего ждать соседям? Возвращаемся к экономическим темам. В начале недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведу подписали протокол о присоединении страны к ВТО. Казахстан шел к этому 20 лет. Именно столько времени заняли переговоры. Поговорить о том, что для евразийской экономики будет означать это событие, к нам в студию пришла аналитик Центра стратегических и международных исследований Айталкин Курманова. Айталкин, я приветствую вас. Итак, давайте начнем вот с такого вопроса. Казахстан вступает в ВТО, судя по всему, в очень неплохой форме. Значит, цифры такие. ВВП на душу населения увеличился в 18 раз и достиг уровня стран Центральной и Восточной Европы. Объем внешней торговли достиг 120 миллиардов долларов. Это цифры, которые озвучил президент Назарбаев. Вот на ваш взгляд, вступление в организацию как повлияет на эту динамику внутри страны? Ну, вы знаете, надо сказать, что вступление в ВТО для Казахстана – это, конечно, большое событие, но я не думаю, что это окажет немедленный и большой эффект само по себе на экономику Казахстана. Потому что на самом деле у нас есть более важные факторы, которые сейчас влияют. Это мировые цены на нефть, это состояние российской экономики, это приток иностранных инвестиций. И здесь, особенно по последнему пункту, приток иностранных инвестиций, мы надеемся, что ВТО обеспечит более такие долгосрочные рамки. И Казахстан, что важно отметить, уже приспосабливается к грядущему вступлению, тем самым объявив о целом ряде реформ, которые должны улучшить инвестиционный климат Казахстана. Есть целый ряд институциональных реформ, и все это делается для того, чтобы сделать Казахстан более привлекательным местом для инвестиций. То есть мы ожидаем от ВТО прежде всего приток инвестиций. Но в краткосрочном плане, конечно, я не думаю, что стоит ожидать. То есть я думаю, что все-таки мировая геополитика и особенно цены на нефть все-таки окажут более важное влияние. Нельзя рассматривать членство Казахстана в ВТО отдельно от его членства в других, вот региональных в данном случае, организациях. Это, значит, вот у нас есть ШОС, ЕАЭС. Как вы думаете, членство Казахстана в ВТО помешает каким-то образом Казахстану выполнять свои обязательства в рамках этих организаций? Ну, вот эти две организации, которые вы назвали, ШОС, оно не совсем может быть сопоставимо с ВТО, потому что ШОС – это организация, направленная на безопасность. Но, конечно, торговые отношения в рамках Евразийского экономического союза, они очень важны. И здесь у нас есть, конечно, расхождение, прежде всего, потому что Евразийский экономический союз – это все-таки блок, то есть направленный на совсем другие динамики, то есть это импортозамещение, это развитие более такого протекционистского подхода. И ВТО это совсем другое, это более открытое поле, это поле по глобальным играм.
И здесь на самом деле будут наблюдаться противоречия, но я думаю, так как и Россия, и Казахстан являются и членами ВТО, и членами Евразийского экономического союза, я думаю, что здесь уже есть какой-то определенный консенсус по тому, как эти две организации будут, по крайней мере, не противоречить друг другу. Но, с другой стороны, осложняется, конечно, дело с санкциями, потому что если буквально до осложнения отношений России и Запада мы ожидали, что ЕАЭС будет таким, можно сказать, условным периодом для поддержания национальных экономик, а затем Евразия в целом станет глобальной частью, то сейчас мы, конечно, видим, что слишком много конфликтов и особенно санкции, они осложняют этот процесс. Ну вот вы начали говорить о геополитике, куда без нее сейчас, естественно. Вот на днях Казахстан и Украина договорились развивать дальнейшие торговые отношения на основе норм и принципов ВТО. И вот в соответствии с договоренностями стороны направят делегации экспертов, и, насколько я понимаю, будут идти переговоры о решении вопроса о поставках в Украину казахстанского угля марки А, а также проработают вопросы поставок в Украину и транзит нефти, сырой нефти. Вот этот шаг можно вообще рассматривать как готовность Казахстана в этом конфликте геополитическом встать на сторону Украины? Или в данном случае бизнес и дружба или какие-то преференции, они не связаны друг с другом? Ну, это очень сложный вопрос, потому что, конечно, геополитическая ситуация настолько осложнилась, что нельзя сказать, что Казахстан возьмет однозначно какую-то позицию. Казахстан, будучи партнером России, будучи соседом России, имея такой большой диспаритет в военном, в экономическом отношении, всегда останется, всегда воздержится, можно сказать так, от прямого конфликта с Россией или от взятия какой-то стороны. Для Казахстана очень важно сбалансированное развитие. И как бы банально ни звучало, та многовекторная политика Казахстана сейчас обретает больше смысл, так как Казахстану просто нужно искать баланс. И особенно сейчас, когда Россия уже становится более, скажем так, более утверждает свою роль в мире. И я думаю, что, конечно, мы не можем сказать, что торговля с Украиной, которая является одним из важных партнеров Казахстана, этот шаг можно расценивать как геополитическое противостояние Казахстана, то есть на стороне Украины. Нет. Спасибо большое, Айталкын. Я уверена, что мы в будущем продолжим эту дискуссию. Напоминаю, что аналитик Центра стратегических и международных исследований Айталкын Курманова была у нас в гостях. И это все, на что нам хватило сегодня времени. Это было «Настоящее время». Итоги с главными новостями последней недели июля. Новые санкции для России, российское вето на Международный трибунал в ООН, Казахстан новый член ВТО, и НЭТ в списке нежелательных организаций в России. Дальше больше. Смотрите нас в интернете на Current Time TV и в эфирах ваших национальных телеканалов. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго и до новых встреч.